слюной пропитайте, Кардио держите, под эксперимент язык, на жасалат. язык, слюну выделяете и держите. Буквально 10-15 секунд достаточно, чтобы узнать, есть ли в составе вашей крови и оксид азота. Об этом сейчас буду говорить, очень внимательно слушайте. Давайте посмотрим, какого цвета у вас, вот видите, какой цвет, да? Очень бледный цвет. То есть о чем это говорит? О том, что нет в организме оксида азота. А что это такое? Вот сюда поставлю, да? Чтобы потом сравнить. Что такое оксид азота? А вам дам попробовать этот напиток, вы не переживайте, он очень вкусный, полезный, и вы о полезных свойствах сейчас услышите. И вот эти доктора, они создают этот продукт, но ақырын асықпай, мен пока айтқанша бір 10-15 минутте ішіп тауысыңыз, асықпай ішіңіз. Қалай, дәмі жақсы ма екен? Дәмі өте жақсы. И смотрите, в 1998 году за открытие аминокислоты L-аргинин 3 американских ученых получили Нобелевскую премию за то, что они открыли и узнали, что в организме есть эта аминокислота L-аргинин. Что он дает? Эта аминокислота начинает выделять оксид азота. Оксид азота по химии, кто изучал, эта формула состоит из двух составляющих: азот и кислород. НО, оксид азота. Это что? Это молекула жизни, да? И эта молекула жизни, вот начиная с 25 лет до 40, его все меньше вырабатывает организм. Внутри сосудов есть клеточки, которые вырабатывают оксид азота. Ну, организм должен вырабатывать L-аргинин самостоятельно. Что это за молекула? Это молекула, которая передает сигнал от клетки в мозг. Сигнал. Вот представьте себе, организм наш как устроен. Что такое инфаркт? Почему люди умирают от инфаркта? Сейчас вот Адам Сауседа, он так любит Казахстан, казахов. Он говорит, я изучал, оказывается, по всему миру, конечно, первое место занимает смертность от инфарктов, инсультов. Именно вот эти сердечно-сосудистые заболевания приводят к смерти. И много людей по всему миру умирает. Но 54% в Казахстане от всех заболеваний, если взять, 54% умирают именно в Казахстане от инсультов и инфарктов. А знаете, что такое инфаркт? Это когда клетки сердца умирают. А почему они умирают? Потому что не хватает кислорода, не хватает калия, магния, да, микроэлементов. Эти клетки сердца, они же, сердце наше, ваше всю жизнь, да, работает, должна работать и получать витамины и микроэлементы и кислород. А почему они не получают? Потому что сосуды забиваются. А почему сосуды забиваются? Бляшки там образуются, просвет сосудов узким становится. И сейчас современная медицина только и успевает делать операции, шунтирование и так далее, да? А почему вот это происходит? Потому что мы, не задумываясь, кушаем вот эти ГМО-продукты, сладкое любят многие, да, оно забивает и образуются там бляшки. Возможно, какие-то паразиты оседают на стенках сосудов, начинают размножаться, вот вам и бляшка. Кровь почему густеет, да? Густая кровь, она тоже мало воды пьете, допустим, да? Кровь густая становится и образуются тромбы. А эти тромбы могут оторваться и моментально смерть происходит. И вот вернемся к инфаркту. И когда нету вот этой молекулы, клетки сердца, не хватает кислорода, сосуды забиты, кровь не поступает, кислорода нету, да? И клетки сердца не могут в мозг достучаться и сказать, не хватает же кислороду. Мозг, дай нам кровь, дай нам кислород. Потому что через эту молекулу как раз таки информация доходит в мозг. А представьте себе, если вы вам отключить интернет сейчас, да? Никто не услышит, никто
не зайдет в ТикТок. Друзья, не забываем тапать по экрану. Важные вещи говорю. Эта молекула жизненно необходима, чтобы клетки сердца достучались в мозг. Вот вы выпили, сейчас идет работа. Газ, оксид азота выделяется. И он дает сигнал, если где-то есть проблема, не только в клетках сердца, но и в других местах. Клеточки, если не получают кислород, нет интернета, нет оксида азота. Как только вы выпиваете этот продукт, сигнал идет в мозг, и мозг принимает моментальное решение. Отправляет десант именно вот сюда, вот, спецназ, спецподразделение, которое доставит кислород именно в этот участок сердца, и вы спасете человека от инфаркта. Клетки не умрут. Вот отмирание клеток сердца, это и есть инфаркт. 2-3 инфаркта, все, до свидания. Сердце не будет уже работать нормально. И эта молекула творит просто чудеса. А после 40 его мало. Значит, что надо извне получать? Это вот первый путь, чтобы организм получал оксид азота или аргинин. А второй путь, эти ученые, они сейчас доказали, проводили эксперименты и доказали, оказывается, еще оксид азота можно вырабатывать в кишечнике. Не только внутри сосудов, но еще в кишечнике. И об этом никто не знает, ни одни ученые не знают об этом. И вот эти ученые сейчас второй путь нашли, чтобы через азот, да, через нитраты получать этот оксид азота. Понимаете? И вот они нашли и второй путь, второй способ. Вот такой продукт создали. Еще вышла вторая версия. Бикардио, вот он, отличается, да, вот первая версия и вторая версия. Видите, разный цвет и вкус другой. И здесь поместили, помимо элеаргинина, есть такие продукты, да, боярышник и так далее, и плюс витамины группы В6, В9, В12, витамин С, D3, К1, чтобы не было, чтобы кровь не сворачивалась, пустой не было, да, и очень много дополнительно еще продуктов, которые помогают вырабатывать этот оксид азота. Ой, у меня эфир чуть остановился, надо тут... Еще хотелось бы сказать, что этот продукт, это мой любимый продукт, и я его каждый день пью. И вот Адам Сауседа говорит, если каждый день вы будете пить этот продукт, у вас вырабатывается элеаргинин, оксид азота, и сосуды чистит, растворяет бляшки, тромбы растворяет. Кровь у вас не будет густеть, да, она будет идти по сосудам плавно, мягко. Он снимает давление, у кого есть, давление в норму приводит. И еще, знаете, что самое важное? Свойство этого продукта укрепляет стенки сосудов. Для чего это нужно? Для того, чтобы сосуды не лопались. Понимаете? А почему они лопаются? Кто-нибудь догадывается? Почему сосуды со временем начинают лопаться? Они истончаются, тонкими становятся, голова заболела, там температура поднялась, вы побежали куда? В аптеку, покупаете лекарства, тот же аспирин, те же производные аспирина, это ацетилсалициловая кислота, которая разъедает стенки сосудов. Сосуды становятся тоненькими, отсюда и лопается. Давление поднялось, сосуд лопнул, у вас кровоизлияние в голове, внутри черепной коробки. Оно давит, некуда деваться этой крови, давит на мозговые центры, отсюда и геморрагический инсульт. Руки, ноги отнимаются, рот не разговаривает, человек о помощь лежит. Причина банальная. Лекарства не надо пить, аспирин не пейте, не бегите сразу. Лучше вот такой природный продукт пить, и ваши сосуды будут плотными. Со временем, да, вот год не прекращая пить, как у ребенка будут сосуды плотными, эластичными, там не будет бляшек, не будет тромбов образовываться. И не только для сердца и сосудов головного мозга, но и для сосудов органов малого таза.
Почему у мужчин аденомы простаты, рак простаты? Потому что там циркуляции нету, кровообращения нету, отсюда импотенция, аденома и все прочее. Кровь там не циркулирует, если нормально. Вот причина. Почему геморрой то же самое? То же самое, циркуляции нету, застой крови, давление и геморрой у многих. А когда начинаете этот продукт пить, кровоснабжение улучшается, аденома приходит в норму, и потенция увеличивается. Потенция у мужчин, вот надо пить. Многие не понимают. А это нужно. А женщинам вообще нужно, всем женщинам этот продукт. Женских заболеваний, вот так вот, у всех женщин спросите, кто-то болел хроническим аднекситом, эндометриозы всем ставят, да? Миомы матки образуются, кисты, образуется онкозаболевание, рак матки. Марк Фраткин или рак матки, не знаю. Ну, рак матки, да? Что это такое? Это на самом деле это из-за того, что застой крови идет, в малом тазу идет застой крови. Циркуляции нету такой, и все, и образуются хронические болезни, потом переходят в кисты, миомы и так далее. А как только вы начинаете пить этот продукт, женщины мне подскажут, что происходит. Матка вот такая становится, радуется, кровь истока, микроэлементов пришло, кисты рассасываются, миомы проходят, все женские болезни проходят. Вот что у меня в руках. Понимаете, какой продукт у меня в руках, который спасет многих людей от инсультов, инфарктов, ну и все проблемы решает. Его надо на постоянной основе пить. Я вот пью, мне 60 лет, да, и не буду говорить насчет потенции, да, но действительно работает. Вот результат мой, да, смотрите. Минус 20 килограмм лишнего веса, благодаря только одному продукту. А сейчас вот эти продукты можете пить, да, детоксикацию проводить, лишний вес уходит. А лишний вес уходит, лишний вес у меня давил на позвоночник, да, в поясничном отделе. Были 2 грыжи, 2 протрузии, перелом 12-го грудного позвонка, давали инвалидность в свое время. Я 25 лет, как вот сам хирург, врач, не мог сам себе помочь. Уколы делаешь, диклофенак делаешь, массаж делаешь, подводные вытяжения, иголки там, китайцам там, все, ничего не помогало. Как так? Сам врач сам себе не мог. Операцию надо было делать. А я сам хирург, я знаю, что повторно появится эта грыжа. А применяя эти продукты, я уже 8 лет забыл, что это такое. Понимаете, что такое грыжи? Я никому не советую, чтобы вот с грыжей там оказаться. Вы когда лежите, не можете встать, а встанете, не можете сесть, и вот такой скрюченный ходите, такая боль, что пальцы не чувствуете своих. Такое состояние было. 20 лет не мог избавиться от аллергии. 20 лет врач сам не мог избавиться от аллергии. Все вот эти диазепамы, димедролы, ничего не помогает. Временно какое-то там состояние такое будет. Вроде бы перестало чесаться, опять. Отек квинки был, знаете, что когда задыхаешься, преднизолон приходилось колоть самому себе. А это гормоны. А я забыл, что такое сейчас. 8 лет я кушаю каждый день. Забыл, что такое аллергия, понимаете? Сейчас сплошь и рядом. Бронхиальная астма. Аллергенов очень много. А у вас есть, у нас, вот такой продукт, который аутоиммунные заболевания даже проходят. Знаете, что такое аутоиммунное? Это бронхиальная астма. Это когда человек применяет химию, временный эффект получает, задыхается, не может походить нормально пешком даже. Вот этот продукт, который создал Уильям Хеннон, да, это доктор, который всю жизнь отдал изучению иммунной системы. Что такое иммунная система? Наш иммунитет.
И он изучал, как же мать может передать ребенку иммунитет. И оказывается, когда ребенок рождается, из груди у матери выделяется молозиво сначала. Через молозиво передается информационный код. Понимаете, что такое? Иммунокод. Вот этот код через молозиво, информация ребенку поступает, и ребенок знает, уже у него иммунитет через молозиво передалось, и только родился, вокруг вирусы летают, да? А его иммунитет распознает, это вирус. А когда сбой происходит у людей, да? Почему аутоиммунные заболевания происходят? Это сбой в иммунной системе. Когда ваш иммунитет не распознает чужого и своего, и начинает атаковать свои здоровые клетки. Свои здоровые клетки, ваша иммунная система, Т-лимфоциты, они атакуют здоровые клетки, сбой произошел, не знают, это свой или чужой. Отсюда и вот эти аутоиммунные заболевания, ревматоидные артриты, псориазы, сахарный диабет, ихтиоз, системная красная волчанка, ну много-много аутоиммунки сейчас, бронхиальная астма, это все и иммунная система, сбой происходит. И вот он создает на основе коровьего молозива, добавляет очень много разных витаминов, витамин D, витамины группы В, ну все, и тренирует ваш иммунитет, вот этот продукт. Ваш, как тренер, он заставляет распознавать, это здоровые клетки. О, это прошлогодний грипп пришел. Почему каждый год люди болеют? А я не болею. 8 лет я не болею. Ни гриппом, ни ангиной. Хотя была ангина каждый год. Вот тренер, он натренировал вашу иммунную систему, и он уже распознает прошлогодний грипп, который приходит вот такой мутированный, да, видоизмененный. Но у многих иммунитета, если нету, и начинает заболевать. А вы натренируете, и ваша иммунная система начнет распознавать. Это вот прошлогодний грипп, а это вот барановирус в 2019 году. Знаете, что такое барановирус? Я специально так говорю, TikTok может заблокировать. Но все знают, о чем я говорю. Все знают, что много людей ушло из жизни. Миллионы людей ушло из-за этого барановируса. Не было этого продукта тогда, а сейчас он в руках. Сейчас гонконгский барановирус появился. Знаете, слышали, да? Вот у человека не хватает кислорода, он засыпает. Дайте ему что-нибудь попить. У вас кислородное голодание идет, да? Или у меня такой голос, прям хочется спать, да? У нас суставтарым органы қойды дейді. Классный продукт. Куркумин в составе, это природный, тоже антибиотик. Снимает воспаление внутри суставов, уничтожает бактерии, от чего смазки не хватает, допустим, в суставе, да, не хватает коллагена. Здесь все есть, гиалуроновая кислота, коллаген, смазка образуется, суставные поверхности, они натираются, когда там остеофиты образуются. Потом говорят, давайте мы вам операцию сделаем, поменяем сустав на эндопротезирование, да, искусственный, поставим сустав. Ну сейчас все на деньги, да, всем бы лишь бы операцию сделать, сустав поставить, вот, а он искусственный есть искусственное. А вы можете это восстановить. Резервные возможности организма еще не знают академики даже. Резервные возможности организма еще не изучены до конца. И вы можете восстановить, если начнете. Даже вот этот продукт поможет. Ну и, конечно, еще хочется сказать.